Проблема глобального потепления, рассматривающаяся как следствие неумеренных техногенных аппетитов человечества, известна мировой общественности довольно давно и продолжает муссироваться в средствах массовой информации. Безотчетная тревога, буквально повисшая в воздухе, приобрела настолько обыденные черты, что потеряла злободневность в глазах рядового обывателя. Изменение климата носит плавный размеренный характер и будто бы не доставляет серьезного дискомфорта. Между тем, перемены из года в год становятся все более явными. Так, директор Гидрометцентра Российской Федерации Роман Вильфанд в одном из недавних выступлений сообщил о том, что 2017 год стал самым теплым в истории России и побил уже имеющийся рекорд 2016 года. А в перспективе на следующие 25 лет, по мнению международной группы ученых Постдамского института изучения климатических изменений, такие следствия, как разливы рек, повышение уровня воды в мировых водоемах и общее увеличение количества осадков превратятся в реальную угрозу жизни десятков миллионов человек по всему миру. Наша съемочная группа решила провести свое социологическое исследование, дабы установить отношение рядового обывателя к существующей проблеме. Отношусь серьезно, потому что это может повлиять на наводнение, на климатические условия, изменения, все это. Ну, это катастрофу может привести. Да я не замечаю. Из года в год. Просто то холодно, то тепло и все. Уже заметно. Сейчас везде отепление идет. Ночью даст 5 градусов холода, а днем уже этот капает. По-моему, нет никакого глобального потепления. А из года в год не замечаете никогда? Да нет, я думаю, это периодами. То есть, Я думаю, периодами каждые 12 лет оно меняется, а потом снова свое место становится. Я думаю, что природа сама себя восстанавливает. Конечно, грозит, заводы работают. Также все это пробивает озоновый слой. Как бы уходит ультрафиолет, пробивается. Более тепло становится, ставят ледники в конце концов. Ну, это, конечно, важная часть. а какие меры надо предпринять? Ну, это, как бы сказать, как урезать работу заводов, выбросы в атмосферу также. Проверки проверять на заводах, чтобы все менялось, меньше выброса было вредных веществ. Для меня никакой проблемы нет. Ну, думаю, что серьезно, наверное, раз ученые говорят. Вроде не наблюдалось мне, не ощущал такого. И, конечно, есть, но вот она влияет на человека, наверное, у кого-то давление повышается, там, вот, экология, наверное, кожные болезни больше возникают, наверное, вот так. И, иногда вот, как-то вот на человека, молодое поколение, по-моему, уже болеет, вот, внутричерепное давление, все это влияет, экология. На 1 градус это повысился, да, ведь? Немножко лед, конечно, там растаял в Антарктике, там, Арктике. Я далек от этой жизни. Потепление есть и прослеживается, климат поменялся. Действительно же, да? Может сейчас катаклизм, кто ее знает. Всю Европу топит, мы тоже на грани этого, да, непонятно. У нас вообще как стало, как в Афганистане, резко континентальный климат. Сегодня же 35, завтра 6 градусов, да, это же неправильно и для растений, для человека, также для животных, правильно же, да? Поэтому я думаю, что, мы-то отжили свое, вот детям обидно, внукам, правнукам, да. Проблема серьезная. Я надеюсь, что ее решат наши высокопоставленные товарищи. Серьезная проблема. Решать ее надо, но я надеюсь, что ее решат. Отдельные респонденты считают проблему откровенно надуманной, плохо отдают себе отчет в неизбежных последствиях техногенного изменения климата, а некоторые и вовсе рассматривают перспективу повышения среднегодовой температуры в позитивном ключе. Между тем, как комментируют специалисты, даже несмотря на значительное сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу, в ближайшие 20-30 лет температура на Земле будет продолжать расти. Связанные с этим изменения в характере распределения количества осадков могут привести к увеличению риска паводков во всем мире.
Выбранный временной промежуток в четверть века связан с тем, что тенденцию к потеплению за это время уже не удастся изменить никакими способами. Исследователи призвали международное сообщество уделить больше внимания проблемам изменения климата и сохранения окружающей среды и начать искать решения уже сегодня, дабы отрезок в 25 лет не превратился в век нового ветхозаветного потопа. Ринат Музафаров, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.